эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях минувшего вторника. С вами Василий Раченко и коротко о темах выпуска. Общее число заболевания коронавирусом в Якутии достигло 116. Наши корреспонденты готовы рассказать, как обезопасить себя от пандемии. Глава региона провел совещание с авиаперевозчиками. Как эпидобстановка сказалась на их работе. В поддержке нуждаются люди, оставшиеся без стабильного дохода. Для них государство предусмотрело целый ряд социальных мер. Число заразившихся коронавирусом в России выросло за последние сутки более чем на 5600 человек. 45,5% случаев из новых зафиксированных выявлены активно, без клинических проявлений. Общий показатель теперь равен почти 53 тысячам. Выздоровели на данный момент 3873 человека, 456 пациентов скончались. В Якутии зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 3 новых больных выявили в столице и по одному человеку в Алдане и Вилюйске. Теперь общее число больных COVID-19 с начала распространения инфекции в регионе достигло 116 человек. Подробнее об эпидобстановке сегодня. Юрий Осипов. 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в столице региона. 2 из них – это случаи в семьях, в которых болезнь была выявлена ранее. 3-я инфицированная – это 82-летняя жительница Якутска. По сообщению главы региона Айсена Николаева, сейчас она находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас борются за ее жизнь. Это говорит о том, что вот как раз то, о чем мы всегда говорили, о том, что болезнь наиболее тяжело проходит для старшего поколения, для пожилых людей. Оно как раз у нас и сегодня реализуется. Сегодня вот по республике из 116 случаев 2 тяжелых и оба как раз вот у пожилых людей. Оба жительницы Якутска, одной 65, другой вот 82 года. Новый случай заболевания подтвердился в Вилюйском районе. Выяснилось, что он из числа контактов семейной пары, которая сейчас находится на лечении. Также еще одного заболевшего выявили в Алдане. Этот человек ранее не находился на изоляции, круг его контактов устанавливается. Необходимые пробы мы уже отобрали, они направлены в Якутск для лабораторной диагностики. Лица в зависимости от близости контактов будут изолированы либо в условиях обсерватора, либо будут помещены на самоизоляцию с выдачей соответствующего постановления. По поручению правительства Якутии на Чаиндинское месторождение в Ленском районе вылетела бригада медработников из 5 врачей и 5 фельдшеров. Они будут наблюдать за контактными больными и выявлять заболевания. Медперсонал обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. Сегодня ситуация уже четко под контролем. Выстроена система фильтрации, система работы на местах. Сегодня, завтра, послезавтра принято решение руководством «Газпрома». По нашей просьбе у всех работников Чаиндинского месторождения будут забраны анализы, потом они будут уже отработаны в Москве и в Санкт-Петербурге в лабораториях. До конца недели мы будем четко понимать, сколько человек у нас по Чаинде больных. На сегодняшний день без изменений ситуация остается в Ленском, Горном, Мирнинском и Сунтарском районах республики, где ранее были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Так, за весь период в республике было зарегистрировано 116 случаев заболевания. 37 из них в Якутске, 42 в Алдане, 29 в Ленском и 3 в Вилюйском районах. Также по 2 случая в Горном, Сунтарском и 1 в Мирнинском районах республики. 16 человек из них выздоровели. Последние события показательны. Наглядно можно увидеть, как сегодня важно соблюдать режим самоизоляции. Если раньше мы говорили в основном о завозных случаях заболевания, то сейчас речь идет уже о внутреннем заражении. И это намного опаснее, когда болезнь начинает распространяться внутри региона. Сокращение контактов до минимума и социальное дистанцирование – самые эффективные и действенные средства против распространения инфекции. Юрий Осипов, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Система цифрового контроля за самоизолированными гражданами начнет действовать в Якутии. Об этом сообщила вице-премьер региона Ольга Балабкина сегодня в ходе брифинга оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По ее словам, система позволит облегчить работу медикам, участковым и исключить заражение. Количество заболевших коронавирусом в данное время растет из-за заражений в семье и нарушения режима самоизоляции. Также вице-премьер добавила, что в Алдане и поселке Ленинском начали действовать цифровые пропуски. Пока выдано не более 30, но их число растет.
Летальных исходов в Якутии не зафиксировано, но это не значит, что опасность миновала. Напротив, начался наиболее опасный период. О том, как действенно обезопасить себя, готов рассказать Сергей Михедов. Почти 120 подтвержденных случаев по Якутии, по 4-5 новых больных ежедневно. Такова скорость распространения смертельной инфекции. Вам может показаться, что это небольшая цифра, но посмотрите правде в глаза. Мы пришли к ней примерно за 10 дней. И если раньше фиксировать новые случаи заражения было проще, ведь все заболевшие пребывали из-за пределов республики, то теперь вероятность встретить вирус возросла в несколько раз. На сегодняшний день только в Якутии насчитывается 27 очагов COVID-19. Вирус уже активно распространяется внутри республики. На сегодня выявлено внутри нашей республики 27 очагов заражения. Как показал наш собственный клинический опыт, практически все случаи коронавирусной инфекции осложняются пневмонией. И хотя в первые дни эта болезнь не имеет значимых каких-либо проявлений, впоследствии могут развиться тяжелые осложнения со стороны легких, которые требуют подключения к ИВЛ в условиях реанимационного отделения. Сильный кашель с мокротой, боли в груди и практически невозможность дышать самостоятельно. Так ощущается воспаление легких или пневмония. Чем человек старше, тем выше возможность развития этого очень неприятного недуга у зараженного. Но и молодых болезнь не обходит стороной. Например, в первые дни распространения COVID-19 в Москве большую часть заболевших составляли молодые люди в возрасте до 40 лет. Еще одна особенность – у большинства зараженных отсутствуют какие-либо клинические проявления вируса. Эта группа представляет огромную эпидемиологическую опасность для всех нас. С сегодняшнего дня любая острая респираторная вирусная инфекция должна расцениваться как подозрение на коронавирусную инфекцию. Поэтому, если вы ощущаете первые симптомы ОРВИ, которым раньше могли не придавать особого значения, теперь обязательно обращайтесь в больницу. Длительность живучести этого вируса, она совершенно различна. Где-то есть данные, что это может быть 36 часов, есть данные до 5 суток, но вот по данным того лайнера Diamond, там вирус на поверхности даже сохранялся до 17 суток, что, конечно, очень настораживает нас и еще раз заставляет задуматься о, профилактических мероприятиях. Запомните простые правила. Чаще мойте руки и лицо, хорошо питайтесь и трижды подумайте перед тем, как выйти из дома. Кто знает, где смертельный вирус поджидает очередного носителя. Наша главнейшая задача сейчас не допустить новых очагов заражения, новых случаев заражения. И самым эффективным и действенным методом в борьбе с распространением коронавируса является самоизоляция, карантинные меры и социальное дистанцирование. Таким образом, единственный верный способ прервать распространение коронавируса – это оставаться дома. Сделайте это, если вы заботитесь о своем здоровье и благополучии ваших близких. Иначе любой необоснованный контакт с другим человеком может обернуться катастрофическими последствиями. Сергей Михедов, Якутск. Соблюдать режим самоизоляции продолжают призывать и известные люди Якутии. Дорогие земляки, в это непростое время призываю всех вас запастись терпением и соблюдать режим самоизоляции. На сегодняшний день это единственный реальный способ остановить пандемию коронавируса. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. Рабочее совещание в формате видеоконференц-связи по вопросам поддержки авиационной отрасли республики провел сегодня глава региона. Руководители авиакомпаний «Якутия», полярной авиалинии, «Алроса», аэропорт Якутск и аэропорты Севера доложились о принимаемых первоочередных мерах по оптимизации расходов и реализуемых антикризисных мерах. Они отметили, что угроза, связанная с распространением коронавируса, внесла свои коррективы. В настоящее время региональный пассажиропоток сократился в среднем на 45-50%. Сокращение авиаперевозок и грузопотока на международных, межрегиональных и местных маршрутах оказало негативное влияние на снижение доходов авиапредприятий, а также привело к росту дебиторских задолженностей и истощению внутренних финансовых резервов. В отличие от других регионов, для нас, конечно же, авиационная отрасль является системообразующей.
отраслью, которая составляет основу нашей транспортной инфраструктуры. Ряд предложений от республики уже внесен на уровень федеральный по поддержке и региональных компаний, и авиакомпаний, и аэропортов республики. Вместе с тем, конечно, хотелось бы услышать сегодня не только о том, что мы будем из бюджета федерального и регионального давать на поддержку наших предприятий, а что сами предприятия сейчас делают для оптимизации своих расходов в условиях достаточно острого системного кризиса. В свою очередь, исполняющий обязанности премьера Алексей Колодезников сообщил, что в адрес Министерства транспорта России направлены предложения. В частности, о включении в перечень системообразующих предприятий авиакомпаний «Якутия», «Полярная авиалиния», «Алроса», «Аэропорт Якутска» и «Аэропорты Севера». Это необходимо для оказания мер государственной поддержки. Пандемия отрицательно повлияла и на уровень безработицы. На какие пособия могут рассчитывать люди, оставшиеся не у дел? Какие меры поддержки действуют на территории Якутии и что предлагает государство малому и среднему бизнесу? Обо всем подробно и по порядку. Максим Кардозу. Встать на учет по безработице теперь можно онлайн. Центры занятости по всей стране перешли на удаленку. Причем максимально упрощена регистрация на портале «Работа в России». Дополнительные данные паспорта или трудовой книжки вводить не нужно. Информация поступит из пенсионного фонда. Правда, возможность подать документы лично, офлайн, все равно остается. Есть, конечно, у нас районы, где, значит, и интернет не всегда есть, да? Есть и граждане, которые не все умеют пользоваться, и не все имеют гаджеты или там компьютеры, чтобы, значит, войти, да. А у нас режим работы во всех улусах центров занятости, он работает в традиционном режиме. То есть они могут подойти в центр занятости, так, в районный центр занятости, но здесь у нас порядок таков, что они подходят туда по предварительной записи. Увеличен и максимальный размер по безработице. Если по России это чуть больше 12 тысяч рублей, то в Якутии сумма пособия варьируется в зависимости от района. В Якутске и центральных улусах это почти 17 тысяч. На 19 тысяч могут рассчитывать жители Арктики и районов Вилюйской группы. У нас есть районы, где коэффициент 2,0. Это Нижний Колымский район, это Айхал, Удачный, Кулар, Усть-Куйга. Вот в отдельных этих районах у нас размер составляет 24 260 рублей. Это, я думаю, что такой, беспрецедентный шаг, можно сказать, да, такого материальной поддержки, вот если будут получать наши граждане, не работающие, конечно, это будет ощутимым подспорьем. Активно сегодня обсуждаются и меры поддержки малого и среднего бизнеса. Это снижение страховых взносов, отсрочки или уменьшение арендных платежей, налоговые каникулы. Правда, эксперты отмечают, что не все инициативы правительства заработали в полную силу. Беспроцентное кредитование, которое немножечко затормозилось. И хорошо, что министр экономического развития сам лично сумел убедиться, что слова на бумаге и слова в реальной жизни не всегда совпадают. Это хорошо, что они начали контролировать работу банковских структур. Эксперты отмечают, что принятых мер господдержки бизнеса недостаточно. Например, сегодня остались без внимания самозанятые граждане. И вполне вероятно, что в ближайшее время будут озвучены новые механизмы адресной помощи. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва, Якутск. Первую партию средств индивидуальной защиты изготовили ученые Международного центра Future Skills НИФУ. Их изготавливают на 3D-принтерах. Визоры обеспечивают первичную защиту органов зрения и дыхания. Необходимые материалы центр пока приобретает за свой счет. Сами маски уже прошли тест на эффективность. Над производством трудятся рабочие инженеры, которые прошли подготовку WorldSkills, а также волонтеры. На сегодняшний день изготовлено несколько десятков визоров. Часть отправлена в медучреждения республики. В планах центра увеличить мощности производства, наладить поставки и экипировать как можно больше специалистов.
Программы для арктических районов «Молодой оленевод» и «Учитель Арктики» запустят в Якутии уже в этом году. Еще в марте был опубликован указ президента Владимира Путина об основах государственной политики страны в Арктике вплоть до 2035 года. В рамках этого указа в республике в 2020-м начнет действовать проект «Учитель Арктики». Он направлен на привлечение и закрепление квалифицированных специалистов. Целью проекта является повышение качества образования в Арктике, содействие в профессиональном развитии педагогов, а также впервые в республике будет реализована программа «Молодой оленевод», которая предполагает выделение оленеводам арктических районов денежных средств на улучшение жилищных условий. Программа «Молодой оленевод» инициирована главой Республики Саха-Якутия, предлагает выделение молодым оленеводам в арктических районах в возрасте до 35 лет и проработавшим в отрасли не менее 4 лет 1 миллиона рублей на улучшение жилищных условий. В этом году у нас полностью бюджет нашей республики на молодого оленевода – это 11 миллионов. Примет участие 11 арктических районов, где развито оленеводство, по 1 миллиону на человека. Весеннее половодье может подтопить 133 населенных пункта в 24 муниципальных образованиях Якутии. В них проживает более 47 тысяч человек. Такие данные показал мониторинг ситуации федерального МЧС. Специалисты вычислили 53 участка на реках региона, где могут образоваться ледовые заторы. Это на реках Лена, Колыма, Алдан, Амга, Нюя и Тока. Там проведут ослабление льда. Согласно плану, на сегодняшний день зачернено порядка 89% льда на 70 участках объемом почти 700 гектаров. И проведена распиловка льда на 7 участках протяженностью 41 километр. Также на некоторых участках проведут взрывные работы. Для этого создан запас взрывчатки в количестве 24 тонн. Ледоход на территории Хангаласского района ожидают к 10 мая. Об этом сообщил главный специалист по ГУЧС района Николай Яковлев. В прошлом году ледоход на реке Лене подошел к границе территории 15 числа. Как и прежде, самые затороопасные участки – это Батамайский перекат и Табагинский мыс. На последнем сейчас завершается процесс чернения льда. Во время ледохода за уровнем воды в реке Лене будут следить 3 стационарных и 8 временных гидропостов. В зону возможного подтопления нынче попали 12 поселений Хангаласского района при самом благоприятном сценарии и 17, если обстановка окажется сложной. Там организуют 16 пунктов временного размещения вместимостью более 1600 человек и 3 палаточных городка. Но количество эвакопунктов может быть сокращено из-за коронавируса. Если прежде люди могли переждать большую воду, разместившись, например, в спортзале местной школы, то теперь в условиях пандемии эвакуированных необходимо селить в отдельных комнатах. Там по-новому требования у них совсем другая. Как уже раньше у нас были там школы, там спортзалы, такие уже не подходят как бы. Такие помещения не подходят? Да, они, ну, по требованиям у них там гостиница, санаторий, типа такого должны быть. Ну, а в наших населенных пунктах такие подходящие есть? Вряд ли. Ну вот думаем, как это делать. То есть коронавирус внес коррективы в подготовку к паводку? Да. Поэтому вот завтра у нас запланировано заседание КЧС по паводку. Там и рассмотрим эти вопросы. Это были главные новости уходящего вторника. Наш телеканал продолжает следить за развитием событий и держать вас в курсе. Находитесь дома, берегите себя и до свидания.